Просыпаемся с мыслями о спецоперации и засыпаем с ними. Вместе со своими мужьями находимся под обстрелом, несем их тяжелые сумки. Каждый день проживаем с ними, участвуем в боевых действиях. Это слова жен участников спецоперации. И неважно, в какой должности и в каком звании муж. Переживают женщины одинаково. И одинаково с нетерпением ждут какой-нибудь весточки от своих любимых мужчин. Одинаково радостно встречают, когда они возвращаются. Одинаково тяжело переносят трагедию утраты. Многие остались с маленькими детьми. Некоторых отцы еще и не видели. Когда они уходили, их супруги были беременными. Этим женщинам пришлось осваивать мужские дела. Гвоздь забить, мебель передвинуть, лампочку вернуть. Но главное, они осознали, что они нужны своим мужьям здесь, дома. Надежный тыл – то, что всегда было важно для людей военных. Жены солдат стали объединяться в общественные организации, чтобы держаться вместе, помогать друг другу. В первую очередь, это моральная поддержка, которая очень нужна тем, кто впервые столкнулся с такой ситуацией. Тем, кто потерял своего близкого человека, но не потерял себя. «Жены героев» – так называется проект, который организовала в Самаре Екатерина Колотовкина, супруга профессионального военного. Теперь этот проект приобрел федеральный масштаб. Изначально участницами были жены профессиональных военных. Затем присоединились и жены добровольцев, и жены мобилизованных, матери, сестры и вдовы. Об этом в нашем следующем репортаже. Я очень ждала момента, когда мой муж выйдет на связь. Сегодня плакать я не должна. Должна поддержать, потому что слезами не поможешь. Направить эту энергию в помощь. Он мне сказал, что я совершил один из самых важных поступков в своей жизни. Горжусь тем, что я жена настоящего мужчины, который не сбежал, а пошел туда защищать нас, наших детей, матерей. Все люди, которые там сейчас находятся, они уже герои. Мы побеждали всегда, и потому что мы за правду. Каждая говорит, что в самом начале были слезы, и у многих было желание отговорить мужа от участия в этой операции. Жены профессиональных военных уже привыкли к их командировкам. Не всегда говорили о пункте назначения и времени возвращения. Это было в первый раз, когда я не участвовала в сборе его рюкзака. Вот за всю историю 25 лет, да, сколько вот он у меня катается, по командировкам это несметное количество раз. Это был единственный раз, когда я его легко и просто отпустила. Но он же сказал туда и обратно. Оксана сама военнослужащий, в одной части с мужем. В феврале-марте 2022 она стала связующим звеном между командованием и женами бойцов, практически единственным источником информации о мужьях. И как-то само собой женщины объединились, подтянулись жены мобилизованных и добровольцев, стали встречаться, помогать друг другу. Это взаимодействие между собой, такое, кажется, что небольшое, на самом деле это огромный плюс. То, что мы смогли подружиться. Мы такие одинаковые, вроде бы в толпе незаметные, да? Мы как все, а мы другие. У девчонок, особенно чьи мужья мобилизованы, они вообще для них это очень тяжелая ситуация. Встречалось-то неприятие всего этого. Конечно, было неприятие, был негатив. Они не хотели слышать о гуманитарных сборах, а зачем все должны дать. Но это расходный материал, то есть, вы понимаете, когда эти хаймерсы долбят по Уралам, где ваши личные вещи, кто вам еще даст, как не мы? Мы должны и обязаны помогать в любом случае. Для многих вдов, да, это будет сложно осознавать, но сложнее всего сейчас женам действующих военнослужащих. Мы, как вдовы, мы свою трагедию пережили, а жены действующих военнослужащих живут в этой агонии каждый день. Первый момент именно, да, когда это все произошло, это прям почва ушла из-под ног. Я вообще не представляла, как дальше жить, с помощью специалистов в том числе. Я очень быстро пришла в себя, и у меня теперь картинки, вот честно, только радужные, как муж возвращается с букетом роз домой. Я очень рада, что познакомилась с этими прекрасными женщинами, с женами военных. У них чувствуется такой внутренний стержень, на который хочется равняться. И жены тех, кто выбрал главным делом своей жизни профессию Родину защищать, первыми встретились с трагедией, с гибелью своих мужей в первые недели специальной военной операции.
Это действительно такая агония, ты горишь вместе с ним в этой войне, ты вместе с ним лежишь в этих окопах, ты вместе с ним несешь эти тяжелые сумки. 25 марта я услышала его голос, он мне позвонил буквально на 30 секунд, крикнул мне в трубку: «Я вас люблю больше жизни, передай, пожалуйста, моим родителям, что со мной все в порядке». И все, и связь оборвалась. То есть я просто успела ему сказать, что мы его очень любим и ждем. Мужа, Аделя, хоронили в день его рождения, в день, когда ему могло исполниться 30 лет. Ой, красавец. Я начала поддерживать вдов, я поняла то, что это моя возможность быть для кого-то плечом, как мой муж был для своей страны плечом. А наши мужчины складывали голову на поле боя не для того, чтобы мы здесь и сейчас ставили крест на своей жизни. Надо жить дальше. Надо уметь проживать все эмоции, которые вы испытываете первое время, первые 2-3 месяца. Хотеть плакать, значит, надо плакать. Кричать, значит, надо кричать. Смеяться, значит, надо смеяться. О нем кричать готова. От того, как бы, так жалко, как обидно, что такие люди уходят. Он считал, что это дело чести, что я русский офицер, я должен, я обязан. Муж Ольги Дмитрий Дормидонтов, родом из Татарстана, служил в Бурятии. Оттуда и отправился в зону СВО. Погиб тоже в марте 2022-го. Мы пытаемся жить заново. Ради детей пытаюсь. Как говорится, восстать из пепла, как птица Феникс. Но пока не очень получается. И я хочу воспитать сына. Боевой дух так пытаешься в нем тоже поднять, что папа герой. Папа не зря погиб. Он смотрит на нас, он самая яркая звезда на небе. Хватит жить тем, что у тебя муж на спецоперации, надо жить тем, что все-таки мы живем здесь дальше, несмотря на то, что он там. Потому что первые прям 2 месяца это все. У тебя все мысли только о том, что там. Муж Анастасии пошел добровольцем. Она, конечно, сначала была против, потом смирилась. И если он для себя что-то решил, это алга. Это он видит цель и не видит препятствий. А сейчас мы работаем просто, как я понимаю, на предупреждение. Если наши бы мужья туда не пошли, то еще пару лет, и, может быть, уже бы и сюда бы здесь пришли бы все. Тот нацизм, который обрушился на Европу, он шел уже прямой наводкой на нашу Россию. И надо было это сдержать. Евгения, тоже участница движения «Жены героев», провожала мужа беременной. Как и всех тогда, пугала неизвестность. Было ужасно тяжело. Я думала, что я не выдержу, не продержусь. Меня спасал этот маленький комочек, который я держала на руках. И не знаю, сколько я бы продержалась, если бы я не взяла себя в руки и не направила эту энергию в нужное русло. Теперь не просто ждет, а тоже чувствует себя бойцом. Об этом и платье говорит. Нужным руслом оказалась организация гуманитарного движения для помощи нашим бойцам. Мы выиграем эту войну благодаря народу, благодаря нашей сплоченности, благодаря нашей стойкости и такому крепкому тылу. И у каждой невидимая связь с мужчинами, которые ради них сейчас далеко от них. Хочется быть слабой, но пока мы не имеем права. Ждать, когда звонит любимый человек, ни в коем случае не плакать, потому что ему тяжелее там. Я должна обеспечить здесь надежный тыл для своего мужа. По-другому просто быть не может. Поэтому собралась духом, чтобы плакать-то по-живому. Здесь и сейчас я счастливый человек. Мой муж жив-здоров, мои дети здоровы, я здорова. И я практически жена героя. Наши мужья сражаются за право дела, соответственно, и мы с ними сражаемся за право дела. Поэтому тут по-другому быть не может. Ради детей. Ради детей. Зуфар Давлетшин, Андрей Ключников. 7 дней. Вот посмотрел сюжет и не могу промолчать. Согласитесь, какая огромная сила духа, какая безмерная всепобеждающая любовь. Это все отличительные черты наших великих женщин, которые и коня на скаку остановят, и в горящую избу войдут. Преклоняюсь перед вами.